короткостволки цыпленками пугают и грозят. А на самом деле волки, несмотря на кривотоки, безобиднее зайчат и поросят. Всюду строятся кордоны, заряжаются патроны, но в разбое нас не надо больше обвинять. Мы наносим вам уроны только в целях обороны, нападаем, чтоб себя оборонять. Ага, испугались, попрятались. То-то же, как-никак я все-таки волк. Ну, а теперь выходите, не бойтесь. Ну, пойте, летайте, квакайте. Ребят, а? Имя у меня такое, а сам я не такой. Ну что вы носы спрятали? Стыдно? Стоп. Какая рифма к слову «стыдно»? Стыдно, не видно, обидно, завидно. Повидло. Повидло — это хорошо. Давно сладкого не ел. А, кефир. А какая тут рифма? Кефир, пломбир, мир. Ребят, мир. Ребят, выходите, я угощаю. Эх, вот так всегда. Завтракаю один. Эх. Обедаю тоже один. А вот ужинать вредно. Потом странные сны снятся. Ребят, что вы там поете в самом деле, а? Рифмы нет, слова однообразные. Вот что, давайте вместе попробуем. Так, на кочке, цветочки, одиночки. Готово? Приготовились? Все вместе начали и... Собрались 4 лягушки на кочку, и каждая пела себе в одиночку. Кто в лес получилось, а кто по дрова. Ни ладу, ни складу не слышится в песне. А ну-ка давайте попробуем вместе. Замечательно! Хорошая песня. А какие слова? Серый! Вот что, ребята, уходите, прячьтесь. Потом допоем. Серый! Серый! Слушай, хочешь честно разбогатеть? Как честно? Так не бывает. Бывает. Послушай, у деда и бабы снеслась курочка ряба. Да испугать отобрать. Да подожди, послушай. Но мышка не пробежала, хвостиком не махнула, яичко не упало и не разбилось. Почему? Потому что мышка была приглашена на обед к соседской кошке. Было вкусно? Кому вкусно, кому грустно, ну ты А понял? курочка ряба-то жила? Да жила, понял? Понял? Деда испугать, папу испугать, Так. курочку рябу отобрать и съесть. Ой, да не курочку, а яичко отобрать. Так яичко-то же маленькое, а курочка ряба вон большая. Да ты тоже, я смотрю, большой, а ум-то у тебя маленький. Яичко-то не простое, а золотое. Понял. Яичко продадим, купим курицу и съедим, да? Да нет же. Ну тогда яичко съедим, сами будем нестись, что ли? Из этого яичка высидим золотого цыпленка. Золотой цыпленок вырастет,
никогда не думал, что грабить можно честно. А если грабишь честно, то это не грабеж! Обманывать мы вовсе не любители, бизнес с тобой честные грабители. Всем нам и давно известно, кто не пойман, тот и честный, кто не пойман, тот и честный. Лизавета, а если пойман, тогда что? Ты что, струсил? Кто я? А я же страшно злой и коварный. О, смотри, если струсишь, всем расскажу. Ой, Я тебе расскажу. о, Я тебе покажу. каким ты мне нравишься. Настоящий волк. Кто-то. Ну что, по лапам? По лапам. Тогда ты вперед иди, а я за тобой следом. Встречаемся на этом самом месте. Понял. Вперед. Вперед! Вперед! Сперва поймай, потом обзывай. Где оно? Ну, Ага, вот она. Слушай, чуть не проглотил, еле сдержался. хорошо, что не проглотил, а то бы превратился в курочку и стал кудахтать. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ты что, Лизавета, а? Страшный твой волк и вдруг ко-ко-ко. Хватит кудахтать. Неси сухих листьев и лето. А это зачем? Для гнездышка яичку нельзя скрывать. А, это я мигом, это я сейчас. Вот дурень-то дурень. Ну ничего, как только цыпленок вылупится, я от него отделаюсь. Я уж кое-что придумала. Вот, у плушки отобрал. Куда? Туда. Сюда. Ну, давай, вот сюда. Вот, так, вот. Яичко, давай. Давай, яичко. Тепло. Сухо. Уютненько. А теперь давай считаться. Да это зачем? Кому первому яичко высиживать? Высиживать? Ты что ли, Совет, в самом деле? Да мужское ли это дело? Высиживать? Меня шкуры засмеют. Тогда я высижу сама, но золотой цыпленок будет только моим. А вот это грабеж. Это честный грабеж. Ну ладно, давай считаться. Только честно. Да честно-честно. Ага. Ты молчишь, а я считаю. Я считаю, ты молчишь. Ты сидишь, а я гуляю, ты сидишь. Посидишь немного, потом пересчитаемся. Ну ладно, посижу. Высиживать. А ну-ка я пересчитаюсь. Ей доверять нельзя. О, бабочка, понарошку будет лиса. Ты молчишь, а я считаю, ты молчишь, ты сидишь, а я гуляю, ты сидишь. Так получается не я, а она должна сидеть. Так, а ну-ка. Эй, Лисавета, ты где? Лисавета, иди сюда. Ну как? Высидел? Нет, давай-ка пересчитаемся. Сдается мне, ты ошиблась.
Считай, считай. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ты молчишь, а я считаю, ты молчишь. Ты сидишь, а я гуляю, ты сидишь. Ну что, еще пересчитаемся? Нет, не надо. Я тебе верю. Ты знаешь, скучно стало, вот я и позвал тебя. Скучно стало ему. А мне что, весело туда-сюда по лесу бегать? Сиди и молчи. Не то цыпленок нервным родится. Мне некогда. Приветик. Не поесть, не попить. А есть и пить хочется. Прям спасу нет. Да что я? Птичка, что ли? Стоп. Какая рифма, к слову, птичка? Птичка, привычка, яичко. Ах, хорошая рифма. Я, как птичка, сижу на яичке. Трудно птичкою стать без привычки. Видно, курочкой быть нелегко. Кукушка, кукушка, сколько мне сидеть на яичке? Так и озвереть можно. Кто это? Ой, что это? Здравствуй, мамочка. Я? Ты что в самом деле? Я же этот, как его? Ой, забыл, как называется. Ты мой папа. Папа. Да, скорее всего, папа. Нет, подожди. Раньше меня звали не так. Здравствуй, папочка. Ты не называй меня так. Почему? Я страшный и злой. Ты страшный злой. Да ты самый добрый, самый умный и самый сильный. Первый раз такое слышу. Ты в этом уверен? Конечно, уверен. А почему? Да потому что ты мой папа. Быть может, я красива, быть может, не красава. Но я скажу, оставь ты за что? Мой папа самый добрый, мой папа самый умный, мой папа самый сильный. Папа, а где моя мама? Где-то гуляет. Нет, она пошла за продуктами. Подожди, как же меня звали раньше? Ты что-то сказал, папа? Папа. Да, скорее всего, папа. Послушай, я не знаю, что мне с тобой делать. Такой большой, не знаешь. Не знаю. У меня никогда не было детей. Ну ничего, привыкай воспитывать. Воспитывать? Да ты что в самом деле воспитывать? Да ты не бойся, я очень послушная. Давай начинай. А с чего начинать? С самого начала. Придумай мне имя. О, это пустяки. Ты будешь курочка ряба. Что такое? Не нравится? Ну с этими папами просто беда. Ну это же девчачье имя. А ты-то кто? Я мальчик-петушок. Так
получается, если ты петушок, никогда не станешь курочкой рябой? Нет, я стану таким же петухом, как ты. Таких петухов, как я. Это сложно. Это сложно, но возможно. Вот это да. Да у тебя же рифма получилась. Это сложно, но возможно. Прекрасная рифма. Ты знаешь, ты будешь поэтом. Поэтом, куплетом, советом, приветом, ответом. Гениально! Откуда это у тебя? От тебя, ты же мой папа, ты что, забыл? Ах да, я горжусь тобой, я горжусь. А я горжусь тобой. И когда я вырасту, буду на тебя похож. Вот увидишь. Ну что, придумал? Конечно, придумал. Если ты петушок, то будешь Петя. Ну как, нравится? Нравится. Вот. Ты просто умница. Просто очень-очень хороший. Ой, мне почему-то стало приятно вот здесь. Ну ты продолжай. Петя, ты не знаешь, что вот здесь находится? У меня там все время что-то стучит. Стучи. Да. Ну, что там? Там стучит сердце. Сердце? У меня никогда не было сердца. И не должно быть. Там у настоящего папы должно быть сердце. Значит, я настоящий папа. Сынок. Ой, что это, папа? А это бабочка, Петя. Какая красивая. Давай поймай. Давай. Бабочка. Смотри, Петя, какая красивая. Да-да-да-да. Ну, а теперь давай мы ее отпустим. Давай. Давай. Лети, бабочка, лети! О, полетела. Лети, бабочка, живи! А теперь давай кукарекать. Кукарекать? Может, не надо, а? Ну, пожалуйста. Ну, хоть один разочек. Я тебя очень. Петя, ты еще маленький, давай как-нибудь потом. Ну, пожалуйста. Хорошо, попробую. Сейчас. Ничего. Не получается у меня, Петя. Ну, видишь, вот сил нет. Давно ничего не ел. Да у тебя все отлично получается. Давай чего-нибудь поклюем и начнем сначала. О, вот это правильно. Нужно заварить червячка. Червячка. Ага. Это, наверное, вкусно. Вкусно? Ах, да. Да ведь это же бесподобно, Петя. Так, вот что. Жди меня здесь, а я тебе червячков принесу. Папа, когда моя мама придет? Да. Она же может появиться. Петенька, сынок, Что? если мама придет, ты не говори ей, что ты петушок. Почему? Потому что она ждала курочку, а ты петушок. Значит, мама еще не знает, что я родился. Ну, ей было некогда. И поэтому ты меня высидел. Ну да, именно поэтому. Сам виноват. В чем? Ну вот если бы высидела маму, я бы родился курочкой. Так, но ведь я-то доволен петушком. Ты доволен, а мама недовольна. А мне что делать? Молчать, сынок. Молчание золото. Молчание золото? Да. Тогда я буду молчать. Ну вот. Теперь я за тебя спокоен. Петя, жди меня здесь, а я туда и обратно мигом. Ну, как приятно гладить лапой сына своего. Как приятно быть на свете добрым папой.
детей. Она снимает шляпу. Теперь я папа, папа, теперь я папа, папа, теперь я папа. Теперь я папа. Я тебя подожду! Папа! Страшно, страшно непонятное открытие. 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 От него не деться никуда. Странные родители. Странные родители. У детей бывают иногда. Хочет мама дочка, папа мой сыночка, только, к сожалению, я всего один. Я для мамы дочка, я для мамы дочка, я для мамы дочка, а для папы сын. А вот и я. Кто вы? Ну и дети пошли, не узнают свою родную маму. Мамочка! Осторожно, шубу испортишь. Здравствуй, мамочка. Какая ты красивая. Здравствуй, здравствуй, золотая моя. Ну-ка покажись, вся в меня уродилась. Здравствуй, милый мой цыпленок, мой единственный ребенок, рыженький ребенок, маленькая детка, рыженькая детка, это мамочка твоя, рыжая наседка. Маленькая Детка, рыженькая детка, это мамочка твоя, рыжая наседка. Ну, подойди ко мне, подойди, моя сладенькая цыпочка. Ты что, боишься? Да нет. Ну, тогда поцелуй меня. Вот сюда. Ну. Ну, чуть глаз не выкривала. Какая-то ты хлипкая, худая, хилая. Наверное, папа тебя не кормил? Да нет. Папа пошел за едой. Пошел за едой. Он думает только о себе. Да нет же, мамочка. Он думал обо мне. Молчи, яйца курицу не учат. Я лучше знаю тебя, твоего папу. Он теперь до завтра не придет. Вот так всегда. Так всегда. Он где-то ходит, я сижу одна. Голодная, холодная. Не плачь, мамочка. Папа скоро придет, вот увидишь. А мы его не будем ждать. Не будем. Идем, мамочка тебя накормит. Нет, нет, нет. Папа велел подождать. А мама велит не ждать. А папа велел подождать. Ну а мама-то не велит. Папа велит, мама не велит. Кого слушаться, папу или маму? Только маму. Я твоя родная мать. Ты рыжая, я рыжая. А на папу ты совсем не похожа. Это я сейчас не похожа. А когда вырасту, буду похожа. Вот увидишь. Вот оно, папино воспитание. И это говорит мне моя родная дочь. Ты меня совсем не любишь. Кажется, скорлупка. Золотая? Точно, золотая. Идти или не идти? Я даже раздумала. Ну, конечно, идти. Ты меня не любишь. Не плачь, мамочка. Я пойду с тобой. Идем. Идем скорее. Идем, моя цыпочка. Мама тебя накормит, оденет. Мама у тебя богатая. Не то, что некоторые. Петя, это я, твой папа. Я тебе червячков несу. А мой сыночек будет ждать меня на ужин, улыбаться, провожая в путь. Как приятно, если нужен.
если нужен ты кому-нибудь. Была судьба со мной скупа, была судьба со мной скупа, зато теперь она снимает шляпу. Теперь я папа, теперь я папа, теперь я папа. Петя? Кажется, спрятался. Петя. Никак лисой, мама. Да-да-да, она пришла сюда, потом подошла сюда. Вот ее следы. А это же... Это же следы моего сыночка, моего Пети. Да она ж его увела. Она ж его съест. А я этого не позволю. Не позволю! Не позволю! Идем, идем. Цыпочка моя золотая. Ну-ка, покажись. Так. Ой, сколько денег потратила. Сколько денег. А сколько раз хвостом виляла. А зачем, мамочка? Подрастешь, узнаешь. Тренируемся часами жарким летом и зимой. Мы должны платить хвостами точно дворники метлой. Посмотри и повтори, посмотри и повтори. Делай с мамой, раз, два, три. Раз, два, три. Если где-нибудь облава, если выстрелы слышны, хвостик влево, хвостик вправо, и следы заметены, посмотри и повтори, посмотри и повтори. Делай с мамой, раз, два, три. Мам, а откуда хвосты берутся? Они не берутся, цыпочка моя. Они растут. На деревьях? Ну что молчишь? Ну тогда и я буду молчать. Молчание золото. Умница. Кто это тебя научил? Папа. Опять папа? Запомни, такого слова нет. Папа, здесь слова нет? Ты Разве обещала- так бывает? Ты обещала молчать. Хорошо. А петь можно? Ой, сколько хочешь, цыпочка моя. А мама тебе пока ужин приготовит. Кажется, волком пахнет, точно волком. Цыпа! Цыпа! Что? Идем. Куда ужинать пора? Туда. Там пирожные, конфеты. Ешь. Лизавета, где цыпленок? Разбудишь нашу девочку. Какую девочку? Ах, да. Но ведь еще рано. Ты что, забыл, что цыплята засыпают рано? Это тебе не лягушки. Ты на что намекаешь в самом деле? Ну на то, что глупостями не занимаюсь, стишки не сочиняю, и в рифму не говорю. Вообще-то не в рифму, а в рифму. Какая разница? За это не платят. А мне не надо. Я за так. За так. Да за так цыпленка не оденешь и не накормишь. Он будет жить у меня. Почему у тебя? Я его высидел. Не важно, кто высидел, важно, кто воспитал. У тебя усадьба есть? Нет. А дом у тебя есть? Нет. А что у тебя есть? Ну ничего. А у меня все. Вопросы есть? А навещать его можно? Нет. Ну, хоть иногда. Ой, да посмотри на себя. Лодка на лодке. Курочка на тебя взглянет, нестись не будет. Ступай. Да, нестись не будет. Это Ступай. точно. Куда? Лес большой.
все, кому ничего. Нет леса, одежда и питание. Еще не воспитание. Что срифмовать мне с этой луной? Теперь сыночка нет уже со мной. С чем срифмовать березы в лунном свете? Ах, я не знаю, как мне жить без Пети. Какая рифма к этому листочку, а сердце так и тянется к сыночку. Луна полна, одна и холодна. А с чем же я срифмую одиночество? А? Что это? Это же Петин голос. Вот беда, вот беда. Теперь же она его точно съест. Ну, в леса. Ну, двигайся. Ах, берегись, Михаила!
приготовиться. Сперва наточим ножик. Мама, а что ты там делаешь? Не отвлекайся, не отвлекайся. Ешь, ешь. А ты, мамочка? Сначала ты покушаешь, а потом я. Спасибо. Мамочка любит жирненьких цыплят. Жирненьких цыплят. Петя! Петя, ты где? Петя! Мой папа. Петя! Папочка вернулся. Что ж такое? Я тебя не вижу. Да Ты я где? здесь, вот здесь. Здесь, вот. Петя, что ты там делаешь? Я кушаю за тебя. Кушаешь за меня? Ну да. Ну раз ты пришел, теперь будешь кушать сам за себя. Заходи, тут еще много еды. Будем поправляться. Поправляться? Да ты что в самом деле, Петя? Ну, мамочка любит толстеньких и жирненьких. Заходи, она и тебя полюбит. Нет, спасибо. Мне это ни к чему. Вот что, Петя, скорее выходи отсюда. Выходи. Выходи, Петя, скорее. Я тебе червячков принес. Да я тебя и без червячков очень люблю. Как я тебя долго ждал, папочка. Как я спешил, сынок. Петя. Вот что, Петя, нам нужно скорее уходить отсюда, пока тебя не съели. Съели? А разве так бывает? Да, бывает, Петя. У зверей, у диких, конечно. А моя мама зверь? Настоящей мамы не бывает зверя. А моя мама настоящая? Хочешь узнать? Хочу. Ну, хорошо. Так, Петя, отойди. Так. Вот. Петя, давай спрячемся, и ты сам все увидишь. Папа, а тебя как зовут? Ты знаешь, Петя, я хочу вспомнить и никак не могу. Как это вкусно, как это вкусно, зато потом бывает очень грустно. Петя! Петенька! Спит, наверное. Ну, пусть спит, пусть. Во сне тоже поправляется. Как только проснется, съем вместе с потрошками. И никакой папа ему
я тебя выпущу. Только ты молчи. Слышишь? Договорились? Молчу. Будешь молчать? Да. Будешь молчать? Да буду, открывай. Хорошо, выходи. Выходи. Петя, не обращай внимания. А теперь уходи, Лизавета, уходи. Слушай, это желторотик. Что ты? Ты знаешь, кто твой папа? Ты же обещала! А он волк. Волк? Ты папа волк? Да, Петя, я волк. Какое доброе имя. Слыхала? У меня доброе имя. Да что ты понимаешь? Он зверь. Он дикий зверь. Вот так. Эх, рыжая. А теперь разбирайтесь сами. Приветик. Зверь? Ты папа зверь? Нет, то есть я был зверем, но теперь Эх, папа. теперь уже ничего не исправишь. Что же ты мне раньше ничего не рассказал? Да я боялся, Петя. Ты прости меня, Петя. Как приятно было сына гладить лапой сына своего. Как приятно называться было папой, я не знал приятней ничего. Опять судьба со мной скупа, я перед ней опять снимаю шляпу. Я бывший папа. Я бывший папа. Эх, Петя. Теперь я не папа и не волк. Нет у меня больше сыночка. И остался я совсем один. А ведь Петя тоже один. А вдруг лиса вернется? Что же я наделал? Петя! Сынок! Петя! Теперь угадай папу. А папа был такой хороший, такой добрый. А я обидел своего папу, не поверил ему. Кому я теперь нужен? Как кому нужен? Мне нужен. На ужин. Не подходите ко мне, я сейчас папу позову. Он тебе такой же папа, как я мама. Неправда, он меня любит. А я тебя люблю еще больше. Цыпочка моя сладенькая. Я здесь, Петя! Папочка. Петя! Убирайся отсюда! Убирайся. А не то я тебя проучу! Не то мы тебя проучим. Тоже мне папочка нашелся. Да. Мой папочка нашелся. Папочка. А где моя мама? Вот что, Петя, сейчас я отведу тебя к деду с папой и к твоей настоящей маме. Курочки ряды. И ты останешься с нами. Да кому он там нужен? Мне. Я останусь. Я буду честно жить у вас во дворе и работать с собакой. А ты, рыжая обезьяна, Чего? А? если появишься возле нашего дома, Что? я сорву с цепи. Серый хвост!
мною. Неужели снова? Да, Петя, да, не теперь без Пети. Жить нельзя на свете, не расстанусь с ним я больше никогда. Папа!